Лазертаг-турнир провели в спортивном комплексе «Чароид» в городе Алекминске. Инициатором соревнований выступил Центр творческого развития и гуманитарного образования школьников. А вот сделать его столь масштабным и ярким помогли многочисленные партнеры. Подробности далее. Руслан – частый посетитель спортивного комплекса. Вот и в этот раз, прихватив родителей, он пришел поболеть за своего брата, а заодно потренироваться. Тебе нравится приходить сюда? Да, Чем ты тут занимаешься? мячиком. А брату помогаешь? Да, Ясно. Как тебя зовут? Усан. А когда вырастешь, будешь заниматься спортом? Да, Вы считаете, это важно заниматься спортом? Очень важно. А сами? Сами тоже занимаемся и на соревнованиях участвуем. Самого юного сколько? 4 года? Вы уже, я смотрю, достаточно уверенно владеет мячом. Да. Мальчишки и оружие. Классика, хотя и девчонки с удовольствием примеряют на себя ощущения. 3, 2, 1. Лазертаг в Алекминске проходит не первый раз, и каждый из них желающих намного больше, чем возможностей. Оборудование производилось в городе Белгороде. Сейчас поставка для расширения прекратилась. На данный момент всего было 10 комплектов, в данный момент функционирует только 8. То бишь можно играть 4 на 4. В данный момент мы играем 3 на 3 и 2 комплекта у нас в резерв. В этот день можно было опробовать несколько видов стрельбы. На сегодняшний день актуальным является новое направление, называется фиджитал. Это такой микс традиционных видов спорта и электронных видов спорта, плюс киберспорт. Да? Мы вот в киберспорт, когда считается электронная игра, входит как основополагающий в киберспорт, да, мы добавили слово «техника». 9 команд представили свои школы в этом фиджитал-турнире. Мне кажется, это вот лазертаг. Так само. Да, ну, прикольно там, битва, экшен. А здесь что необходимо? Вот там больше на ловкость, да, кажется? На ловкость, да. Но тут больше внимательности надо. И резкости. Интерес к этому виду действительно большой. Оружие увлекает независимо от возраста. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск.